Электронные смартфоны и компьютеры давно стали неотъемлемой частью жизни большинства людей. Однако с ростом популярности гаджетов растет и преступная деятельность. Мошенники уже давно перешли от привычных краж к так называемой интернет-преступности. Проводи карту. Вообще-то вы должны. Чипом вверх и пин-код еще. Способов мошенничества много. Самый распространенный – это СМС-рассылки с вирусами-шпионами. Вирус устанавливается на смартфон автоматически и собирает данные пользователя, а после отправляет их третьим лицам. Еще один не менее популярный способ интернет-краж – это звонки. Преступник притворяется сотрудником банка, просит подтвердить операцию, а после мошенник опустошает банковскую карту или счет мобильного телефона. В социальных сетях все чаще появляются комментарии с историями о краже денег с мобильного банка или со счета телефона. Большинство граждан просто не знают, как обезопасить себя или куда обратиться за помощью в такой ситуации. Было один раз, когда социальные сети ВКонтакте, вы, наверное, в курсе, что такое. В общем, я сидела, листала ленту, и мне написали про то, что по скидке продаются айфоны и так далее. Как мы знаем, молодежь очень увлекается именно этой моделью телефона. И вот мне повезло тем, что я ничего не покупаю, не перевожу деньги без спроса родителей. Когда я осведомила своих родителей о том, что мне так написали и так далее, когда показала переписку, мне сказали, что это мошенники, лучше не стоит этого делать. Скажи, были ли какие-нибудь попытки у вас списать деньги с карты? Или? Да, были несколько раз. А вот что они предлагали вам сделать, что вы не хотели? Они позвонили, я ответил, сказали, так-то, придет сообщение, подтвердите этот код. Я, естественно, отклонил трубку. Если такое происходит, лучше не оставлять это просто так, а лучше пойти в полицию и заявить об этом. В большинстве случаев интернет-мошенничество остается безнаказанно, так как пострадавшие никак не реагируют на преступления. Однако сотрудники МВД призывают граждан, которые попались на удочку мошенников, обращаться в органы правопорядка, ведь процент раскрытия таких дел достаточно высокий. По итогам 8 месяцев текущего года наибольшее количество преступлений, совершенных с использованием сети интернет, составляют объявления с использованием торговых площадок, соцсетей и интернет-сайтов о продаже товара, имущества, либо оказания услуг под предлогом перечисления предоплаты, либо полной оплаты. Кроме того, сотрудниками полиции задокументированы хищения с банковской карты потерпевшего по звонку на мобильный телефон с введением в заблуждение потерпевшего по вопросу обслуживания карты, либо блокировки. Если с вами случилась беда, звоните в полицию. Стражи правопорядка Ингушетии призывают жителей быть предельно внимательными и бдительными и сообщать обо всех фактах мошенничества в дежурную часть МВД. Номер круглосуточный. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.